Сейчас подключу сон. Вечер. Elvira Mikhailova, Hayırlı kış muhterem Aydar Efendi. Татарстан Республикасының 1000 еллык Алабуга шәһәре Үзәк китапханә системасы туган якны һәм тарихны өйрәнүчеләр сезне сәламлый. Добрый вечер, уважаемый Айдар Азатович. Тысячелетняя Елабуга Республики Татарстан, централизованная библиотечная система, краеведы и историки нашего района приветствуют вас. Добрый вечер. Нас слышно? Хорошо слышно? Да, слышно. Спасибо. Мы рады видеть вас на нашей онлайн-встрече, вас как специалиста российского генеалогического онлайн-сервиса. Сейчас наблюдается бум интереса к архивным исследованиям, исследованиям своей родословной, созданием самиздатов. Сегодняшняя онлайн-встреча будет интересна всем тем, кто этим интересуется. Будут вопросы, с чего начинать, когда создаешь и исследуешь свою родословную. И вот сейчас, Айдар Азатович, слово предоставляем вам. Спасибо. В первую очередь хочу поблагодарить организаторов за то, что предоставляете возможность выступить. Хочу поблагодарить всех, кто присутствует, за то, что пришли, заинтересовались этой темой. Особенно приятно видеть знакомые лица, лично незнакомые, но Виктор Белов-Щусь, я вижу, в Zoom присутствует, да, хорошо знакомый виртуально. Так, я тогда сейчас подключаю демонстрацию. Если можно, предоставьте мне, пожалуйста, возможность включить демонстрацию экрана, потому что пока она запрещена. Ага, все. Видно, да, мой экран? Да, все замечательно видно. Отлично. Итак, тема, которой я хотел поделиться, генеалогия, семейная история на карте Татарстана. Немножко расскажу о себе, о том, что меня привело непосредственно в северосфамилию и генеалогию. Я родился в Уфе, но мои корни на 3/4 происходят из Татарстана, поэтому я, в принципе, себя считаю коренным практически по происхождению из Татарстана. Очень часто бывал там у вас. Основная моя профессия финансист, то есть я не профессиональный историк, но за счет того, что у меня, как здесь указано, уже более 25 лет изучения истории своей семьи, достаточно большой опыт накоплен. В свое время я был сооснователем такого генеалогического сайта, как Уфаген. Это было уже 15 лет назад, сайт до сих пор существует и специализируется на истории генеалогии. Большей части, конечно, это Башкирия, но, может быть, чуть шире Урало-Поволжский регион, генеалогия татар, башкир. К сожалению, с того времени сайт сильно не развивался, но я поучаствовал в его создании. В моем личном древе, которое у меня есть, который я собрал самостоятельно, это 7000 человек, то есть это мои прямые кровные родственники. Хотя, конечно, это далеко не рекорд сейчас. В принципе, у меня есть один знакомый, между прочим, он тоже из Татарстана, и его зовут Олег Владимиров из Казани. Я просто знаю, что в его древе, который он исключительно сам собрал все, более 100 000 человек. То есть тоже только кровные родственники. Я написал книгу по истории рода бабушки. Она происходит из Кайбецкого района Татарстана. То есть книгу презентовали, было достаточно такое освещение внутри Кайбецкого района этого события. И книгу мне помогали, что очень важно, писать мои родственники, то есть прям, наверное, человек 20 родственников, это на уровне троюродных, поучаствовали, поделились воспоминаниями. Еще на тот момент были живы сестры моей бабушки. Они тоже очень много поделились воспоминаниями, поэтому книга получилась очень такая душевная, не только генеалогическая.
Вот. Также я достаточно активно занимаюсь вопросами ДНК в генеалогии, так называемая генетическая генеалогия, и с моим участием проведено более 100 интерпретаций результатов тестов ДНК. Эта тема сегодня в моей презентации не обыгрывается, но я готов буду ответить на любые вопросы, если они будут. Ну и, собственно, вот мой накопленный опыт, он в свое время привел меня в замечательную команду «Фамилио». Собравшись вместе еще в 2018 году, вот у нас 4 основателей, то есть это я, Александр Воробьев и Денис Блинов, они оба из Петербурга, и Иван Зыков с Вятки, с Кирова. Мы создали «Фамилио» и продолжаем его развивать. Сейчас, конечно, уже команда гораздо больше. И я вот в этой презентации поделюсь, чем непосредственно «Фамилио» может быть полезен для тех, кто изучает корни. Вот. Немножко еще про мои корни, чтобы показать, насколько охват был лично мне интересен в процессе моих исследований. Моя линия по папиной стороне происходит из Свияжского уезда, это современные Апастовский и Кайбецкий районы. С маминой стороны более все разнообразно. Тут и Башкирия, раньше это был Златоустовский уезд, сейчас это Салаватские и Кегинские районы Башкирии. Также это Чистопольский уезд, Чистопольские и Аксубаевские районы. Ну и вот я здесь специально выделил, что деревня, из которой происходит, где родилась моя прабабушка, она одно время находилась в Елабужском уезде, потом это был Сарапульский уезд, ну, то есть там менялось уездное подчинение, но тем не менее могу сказать, что к Елабужской земле тоже имею отношение корнями. Вот так выглядит мое генеалогическое древо, точнее не совсем мое, это получается древо моего сына. Вот этот вот кусок больше это с моей стороны, а это со стороны моей супруги. Там тоже все достаточно разнообразно, потому что у меня супруга по происхождению, у нее отец литовский татарин, а со стороны мамы есть русские и еврейские корни, то есть вот изучение по этим направлениям тоже, естественно, занимаюсь я, и мы тоже стараемся максимально расширить и узнать о ее предках. Вот. Сейчас в этом древе более 300 прямых предков, и, как я уже говорил, около 7 тысяч человек, если брать вообще все боковые линии, ну, то есть, условно говоря, потомков тех там братьев, сестер, прапрадедушек, которых мне удалось найти. Теперь хочу перейти непосредственно к «Фамилио» и рассказать о тех частях сервиса, которые будут полезны, и рассказать по отдельности, начав с такого раздела, как «Места». Что из себя представляет раздел «Места»? В разделе «Места» расположена база населенных пунктов. Сейчас это по территории России и Украины, современных территорий России и Украины. Причем база включает в себя не только существующие на данный момент населенные пункты, но уже исчезнувшие даже более 100 лет назад. Тем не менее, их страницы есть на сервисе «Фамилио», и их координаты есть на сервисе «Фамилио», то есть они четко идентифицированы. Ну вот я хотел привести пример. Если, например, мы введем название Елабуга и будем искать на сервисе «Фамилио», то видим, что две страницы населенных пунктов. Естественно, первым выходит город, ваш город. Но вот в качестве примера мы видим, что в Челябинской области есть деревня с похожим названием, ну, то, как звучит, в принципе, название города на татарском языке, деревня Алабуга в Каслинском районе. Если мы, например, откроем страницу этой деревни, мы увидим, что она уже не существует, но по ней можно узнать, что она находилась при озере Алабуга в Екатеринбургском уезде Пермской губернии.
о чем нам указывает справочник «Список населенных мест Российской империи», последний на середину XIX века. Также можно посмотреть скан этого справочника, потому что фамилию имеет договор с Государственной публичной библиотекой, согласно которому они нам предоставили возможность показывать эту информацию официально. Вот. И еще раз я акцентирую, что этот населенный пункт сейчас уже не существует. Теперь перейдем на страницу города Елабуга. Здесь также указан справочник «Список населенных мест». По городу чуть больше информации. Также указаны то, что при речке, расстояние до становой квартиры, число дворов и так далее. Вот. Что интересно на этой странице, мы видим, что указаны также те населенные пункты, которые сейчас уже не существуют. Видимо, они вошли в состав города, то есть, например, Подмонастырка, Студеный Ключ. И вот я хотел обратить внимание на такой населенный пункт, как Ананьино. Надеюсь, я правильно произношу все названия, извиняюсь, если я где-то ударение не так ставлю. Населенный пункт Ананьино, допустим, представим, что у кого-то предки жили в этом населенном пункте в XVIII-XIX веках. Почему я обратил внимание на этот населенный пункт? Потому что всем известная археологическая культура, которая была распространена на территории Среднего Поволжья, вот вы видите страницу с Википедии, она названа именно по открытому могильнику у села Ананьино, вот здесь указано близ Елабуги, но страница, которая посвящена этому селу, непосредственно на Википедии, то есть в самой большой энциклопедии, она отсутствует. Но зато она присутствует фамилию. Да, вот. Зато она присутствует фамилию. Мы видим, что, опять же, населенный пункт уже не существует, но существовал, сколько там проживало жителей и так далее. Какая еще полезная информация есть? Ну, понятно, что местонахождение населенного пункта и указатель справочника этого, наверное, недостаточно. Если мы перейдем на страницы Ананьино на раздел «Источники», то мы увидим реквизиты архивных дел по этому населенному пункту. То есть в данном случае представлены ссылки на ревизские сказки, то есть это те документы, в которых были указаны аналог, по сути, переписи населения, податного населения, которые оплачивали налоги, за разные периоды, здесь представлен 1850 и 1811, ревизские сказки Качкинского приказа, то есть непосредственно село, деревня Ананьино относилось к этому приказу. На следующей странице, это получается продолжение той страницы, мы видим, что не только ревизские сказки, это также и другие документы, это метрические книги, то есть в метрических книгах, также сохранившихся и хранящихся сейчас в Государственном архиве Республики Татарстан в Казани, есть информация о родившихся, соответственно, бракосочетавшихся и умерших в этой деревне. И с учетом того, что жители были православные, сохранились исповедные росписи церквей, то есть также в которых не упоминается, а в которых есть данные по жителям села Ананьино. То есть, соответственно, если у вас предки происходят из этой деревни, из этого села, не уверен, что оно в какой-то момент стало селом, то есть на тот момент, по-моему, оно была еще деревней, то можно благодаря вот этому указателю найти какое дело и, соответственно, либо заказать это дело, либо приехать в Казань, посмотреть в архиве. Дальше я хотел показать, что вот этих справочников, которые привязаны к населенному пункту, их, в принципе, может быть несколько.
Здесь я уже перехожу к Свияжскому уезду и хотел показать на примере населенного пункта, вот, к которому я имею отношение, то есть откуда моя бабушка. Это Казанская губерния, Свияжский уезд, деревня Малая Русакова. И вот здесь видно, что по справочнику 1859-73 есть одни данные, а по справочнику, который называется «Список селений Казанской губернии» с 10 по 14 год, ну там внутри данные по 1907 году, есть очень полезная информация, здесь указана волость. То есть волость – это такая административно-территориальная единица, которая еще не использовалась, ну, активно не использовалась в период, когда был опубликован первый справочник, но мы можем найти ее по второму справочнику. На самом деле данные по волости очень важны, потому что зачастую архивные документы тоже могли быть привязаны только к волости. И в каких-то справочниках, например, на опубликованном сайте, те данные, которые опубликованы на сайте Министерства обороны по погибшим и раненым в Первую мировую войну, там очень часто не указан населенный пункт, но указана волость. То есть можно, зная имя, отчество, фамилию и зная волость, можно найти информацию о своих предках. Также мы здесь размещаем информацию из татарской энциклопедии, и что важно, здесь даны названия на татарском языке. Вот касательно деревни Малая Русакова, здесь очень важно, что второе название Менле-Баши, оно гораздо более распространено на самом деле среди тех, кто там живет в тех краях, чем Малая Русакова или Кичевсак, как это название переводится, ну, как звучит по-татарски основное название. Вот. Ну и последний справочник – это, в принципе, современный государственный каталог. Мы видим, что сейчас, если раньше это была деревня, сейчас это село, и какая-то информация дополнительная из этого справочника. Чуть-чуть расскажу дополнительно про сами справочники. То есть, кроме того, что на сайте Фамилио есть страницы населенных пунктов, где указаны справочники, в которых встретился этот населенный пункт, можно посмотреть совсем с другой стороны. Можно зайти в раздел «База знаний» и там в подраздел «Справочники», в которых лежат непосредственно эти справочники. Потому что не по всем спискам населенных мест удалось выяснить, что именно вот этот вот маленький починок, он находился непосредственно в этом месте. То есть очень часто это сделать невозможно. То есть я вот помню, просто мы смотрели по Самарскому, например, уезду Самарской губернии, там очень много хуторков, в которых жило 1-2 человека. То есть где они находились, уже, наверное, выяснить невозможно никогда. То есть только примерно по расстоянию можно понять, где они были. Вот. И вот здесь вот приведен как раз справочник список населенных мест, и он уже структурирован совсем иначе. То есть здесь можно фильтрами выбирать губернию, уезд, искать по объектам, это, например, церковь, мечеть, и по названиям. То есть в данном случае вот приведено начало Свияжского уезда. Вот. А это вот справочник, соответственно, который более поздний, 10-14 год по Казанской губернии. И здесь, соответственно, его структура немного иная. Вернемся вот немножко поближе опять к Елабужскому уезду. И вот я просто покажу пример, что если мы вводим название Быковка, то видим, что в Елабужском уезде было 3 населенных пункта с названием Быковка. То есть это непосредственно деревня Быковка, деревня, удельная деревня Нижнекокшанская, которая второе название было Быковка Новая. И здесь вот видно, что вот эти 2 населенных пункта, они в Фамилио есть. То есть у них есть отдельные страницы, и мы точно знаем,
где они находились, либо находятся, если они еще существуют. А вот был еще починок каменный, который также назывался Быковка. Мы его идентифицировать на данный момент не смогли, но у нас идет постоянное обновление данных, то есть мы постоянно, во-первых, пользователи присылают нам какие-то уточнения, потому что, конечно, встречаются ошибки, и этот процесс, он такой итерационный. Вот. Но и также наши специалисты работают по регионам, по уточнению этих данных. Но по Татарстану достаточно хороший уровень привязки, то есть вот таких вот не привязанных населенных пунктов, их надо было еще поискать. Вот. Вообще, если говорить в целом по тому объему, который у нас сделан, то вот исторических справочников мы сейчас уже распознали и перевели в базы данных почти 20 тысяч страниц. То есть это достаточно большое количество справочников. И 205 тысяч записей привязали либо к местам на карте, либо к современным населенным пунктам. Как я уже говорил, сейчас пока на сервисе «Фамилия» представлена территория России и Украины с точки зрения современных границ. Но вот в ближайшее время появится Беларусь, и дальше потихоньку будут добавляться и другие сопредельные государства. Возвращаемся к странице населенного пункта, опять возвращаемся в город Елабуга. И здесь видно, что кроме того раздела, который я уже показывал, источники, есть раздел «Фамилии». И здесь уже идет пользовательский контент, то есть то, что добавляют непосредственно сами пользователи. Здесь видно, что пользователи интересуют, ну вот сюда вошли такие фамилии, как Дерягин, Именитов, Селиванов, Царев. И здесь непосредственно можно связаться с теми пользователями, то есть если вот нажать, то можно открыть страницу пользователя, посмотреть, можно ему написать, связаться с ним. Возможно, вас также интересует эта фамилия. И, естественно, ну, что немаловажно, можно привязать свою фамилию. То есть, если вы живете в Елабуге, ваши предки жили, то можно здесь привязать свою фамилию. Таким образом, другие пользователи вас увидят. И здесь также видно, что в закладках, то есть есть пользователи, которые не привязывают фамилию, но которые, в принципе, интересуются этим населенным пунктом, они оставляют его тогда в закладках. На вкладке «Люди» есть список людей, то есть это уже мы переходим на страницы, получается, которые привязаны к странице населенного пункта, страницы людей. Причем люди привязаны к населенному пункту через какое-то событие. Например, вот Азат Зинатович Аббасов, он родился 19 января 2025 года, поэтому он привязан через событие рождения. Например, вот Юнус Аминов, он здесь жил, причем жил по 53 год, он тоже, соответственно, попал в этот список. На самом деле у одного человека может быть много событий указано в населенном пункте. То есть, в принципе, любой человек, у которого какое-то событие связано с населенным пунктом, он появится в этом списке. Ну, чуть позже там мы добавим возможность именно фильтровать по этим событиям, более гибко фильтровать по годам, пока есть возможность просто поиска. И вот такую страничку я вам хотел показать, которая сейчас, в принципе, пока отсутствует на сервисе, но она уже находится в высокой степени готовности. Мы тестируем этот функционал, это приходы. Здесь можно немножко вернуться к терминологии. Мы назвали раздел «Места», а не населенные пункты там как-то, потому что мы предполагаем, что места – это не только населенные пункты, это может быть и приход. То есть приход – это непосредственно с генеалогической точки, с генеалогической значимости, это, соответственно, тот, ну, для православных это церковь, для мусульман мечеть, то есть тот религиозный приход, в котором велся до революции учет браков, рождений и смертей. И это очень важный элемент для генеалогического поиска, поэтому на сервисе «Фамилия» будет активно появляться информация также о приходах. То есть это будет примерно вот так выглядеть, тоже можно будет на карте благодаря поиску
фильтрам указывать приходы. То есть вот в данном случае здесь на этой карте показаны нахождение церквей, православных церквей вот в селе Лекарево и в селе Большая Качка. Ну, этот функционал пока находится в разработке, но в скором времени появится. Вот. Следующий большой раздел, про который я хотел рассказать, это архивные документы, которые находятся тоже на сайте Фамилия. Архивные документы находятся внутри базы знаний. Туда же входят справочники и адреса организаций. Про справочники я уже рассказывал. В архивных документах сейчас 15 с лишним миллионов записей, и мы постоянно добавляем туда новые. Сразу, чтобы не путать, объясню. Внутри здесь нет никаких, ну, по крайней мере пока, никаких непосредственно самих архивных документов или каких-то там распознанных дел. Здесь именно указатели. Вот то, что, как я показывал для Ананьина, показывал, вот какие архивные документы привязаны к этому населенному пункту. Здесь именно это. Вот. Но можно по ним вести поиск. Ну вот с учетом того, что мы находимся в библиотеке города Елабуга, я решил показать, как вести поиск на примере такой фамилии, как Цветаев. Поиск ведется по 3 разным направлениям, то есть это фонды, описи и дела. И мы видим, что если мы вводим фамилию Цветаев, ну, точнее, как бы слово Цветаев, конечно, потому что если бы был бы населенный пункт Цветаев, он бы архивный поиск не понимает, он ищет просто по заголовкам. Мы видим, что фонд, который посвящен профессору истории Варшавского университета Дмитрию Владимировичу Цветаеву, он 364-й фонд в Российском архиве древних актов. Дмитрий Владимирович Цветаев – это родной дядя Марины Цветаевой, и вот посвященный ему фонд найден. Если искать дела, то здесь все достаточно более разбросано по архивам, то есть найдено много дел, в которых упоминаются какие-либо Цветаевы из разных архивов. Это и исторический архив в Петербурге, это ГАРФ, Государственный архив Российской Федерации, очень интересный архив экономики, там тоже достаточно большие дела, если человек каким-то образом был связан с промышленностью, но в основном там советский период, конечно. Вот. Исторический архив в Петербурге – это другое, то есть государственный, там вот найдены какие-то формулярные списки. Вероятно, часть из этих людей, они тоже имеют отношение, какие-то родственники Марины Цветаевой. Если искать в этом же разделе архивные документы по, например, слову Елабужский, то находится почти 2000 дел. И здесь видно, что поиск ведется даже по внутреннему содержанию дела. То есть вот если, например, в Государственном архиве Республики Татарстан в 212-е дело в фонде Р-1172, оно как бы никак не называется, просто метрические книги, то видно, что внутри там содержатся какие-то населенные пункты. Ну вот здесь вот он населенный пункт нашел, который относится к Елабужскому уезду. Там можно внутрь провалиться этого дела и посмотреть, какие там еще населенные пункты указаны. Соответственно, также мы видим, что по слову Елабужский не только Татарстанский архив, пожалуйста, Республика Башкортостан, Уфимский архив, и там тоже упоминаются какие-то дела по Елабужскому уезду. Это Москва, это Санкт-Петербург. То есть совершенно из разных архивов ведется поиск по разным архивам. Это такой мультиархивный поиск, и, конечно, он, в принципе, невозможен как бы на странице какого-то отдельного архива. Нужно искать по отдельности, а здесь все вместе. Опять же, вот хотел показать починок Мушак Елабужского уезда. Вот по нему найдены 2 дела в Петербурге. То есть вот в этом архиве, Российский государственный исторический архив в Петербурге, там находятся достаточно зачастую очень интересные дела, неожиданные, и я там
сам достаточно много раз заказывал, смотрел эти дела. И вот здесь какие-то земельные вопросы крестьян по Чинкам-Ушак есть в этом архиве, можно заказать или поехать в Петербург, посмотреть, или еще как-то. Также хотел обратить внимание, что поиск внутри этого раздела «Архивные документы», он достаточно гибкий. Есть еще возможность искать по фильтрам. То есть, например, искать только метрические книги. Вот здесь вот мы хотим поискать, например, по Республике Татарстан метрические книги за период с 90 по 91 год, и выводится 233 дела. 233 дела, соответственно, можно конкретизировать поиск по названию, тогда он будет находить более подробно уже. Теперь, вот если мы, допустим, провалимся в какой-нибудь из этих дел, а я хочу показать, опять вернуться к деревне Ананина, например, мы провалились в дело «Ревизские сказки Качкинского удельного приказа», которое хранится в Госархиве Республики Татарстан. И мы видим на странице дела все те населенные пункты, которые внутри этого дела. Причем мы их видим даже и списком можем посмотреть, и видим на карте. Иногда это очень удобно посмотреть, какие же непосредственно населенные пункты есть в этом деле. Вот. Если говорить в целом по национальному, ну, это более раннее название «Национальный архив», то есть Госархив сейчас РТ, то вот на этой карте видно, что мы привязали всю территорию Татарстана и даже немножко территорию вот здесь вот на территорию Удмуртии заходит, то есть населенные пункты 110 тысяч привязок. То есть 110 тысяч привязок архивных дел соответственно, к деревням, к селам, городам бывшей Казанской губернии. Ну и тут сопредельные губернии, здесь большая часть, конечно, это Уфимская губерния, Вятская губерния, те, которые хранятся в архиве Татарстана. И также на страницах фамилию в случае необходимости прямо со страницы дела можно посмотреть контакты архива, телефон, сайт, электронная почта, адрес, то есть непосредственно обратиться в архив и получить это дело для того, чтобы найти информацию о своих предках. И еще важный момент по архивным делам, это конкретно по Татарстану, о том, что на страницах фамилию есть не только дела точнее, подробно расписаны не только дела из Госархива Татарстана, а также по Московскому архиву древних актов. То есть если в основном мы говорим про ревизские сказки, метрические книги, то Госархив Татарстана – это 19-20 века. Если мы заглядываем в 18 век, даже 17 век, то это уже Москва, Государственный архив древних актов. То есть если, например, вы в ходе изучения своей родословной дошли до, получается, 6-й, например, ревизии, 1811 год, и вы хотите продолжить дальше, хотите посмотреть, кто же были ваши предки в 18-м, если повезет в 17 веке, то надо уже обращаться в Российский архив древних актов в Москве, где хранятся ревизские сказки, песцовые книги и так далее по, соответственно, этой территории. Ну, в принципе, по всем территориям по всей России. То есть здесь вот опять же представлено дело 1084. Это сказки об архиерейских монастырских помещичьях, в том числе находящихся во владении татарских мурс и ясачных, русские татары Мари, Мордва, Чуваши, крестьян Жирейской дороги Казанского уезда. И вот именно внутри этого дела также представлена куча населенных пунктов, и в частности город Елабуга. Это 1700, если не ошибаюсь, 48 год, то есть это вторая ревизия.
И что касается РГАДа, то по РГАДа у нас на фамилию поменьше, но там в принципе меньше гораздо дел и меньше населенных пунктов было в те времена, но тем не менее это тоже очень большой объем, это 5000 привязок. Конечно, как видно по карте, чуть более кучнее это вот Свияжский уезд, Казанский уезд, но в принципе также есть и Уфимский уезд, и даже какие-то территории достаточно северные, которые к Вятскому относились уезду. Теперь переходим от архивных дел к, может быть, наиболее даже важному разделу на сайте «Фамилию» – это люди. Я сейчас буду показывать на примере моей родословной, потому что я заполнил страницы. Это вот мой прадедушка Гариф Галиев, у него достаточно богатая биография, он и в Первой мировой воевал, был переводчиком у генерала Померанцева. У него, как видно, родилось 9 детей, из них в том числе моя бабушка. К сожалению, сейчас из них только осталась одна дочка. Вот. Но здесь также, что указано? Указан отец, указана мать, указана жена, указаны дети. И все это в виде ссылок, то есть можно перейти. По сути, это самого древа нет, но по сути это как родословное древо, то есть можно переходить по ссылкам. И если мы перейдем на его отца, там будет такая же страница. У его отца, между прочим, 15 детей было. То есть и у всех известна точная дата рождения, там список очень большой. Но, к сожалению, там уже где-то выжила только половина, потому что вот у нас месяц назад на «Фамилию Медиа» как раз выходила статья о младенческой смертности в XIX веке. К сожалению, там показатели были достаточно такие грустные. Видно также, что, естественно, фотографии, и что вот тут моя троюродная сестра, она добавила эту страницу к себе в закладке, чтобы в случае чего, то есть это прадедушка и для нее тоже, в случае чего посмотреть. И также отслеживать какие-то изменения, которые происходят на его странице, если какая-то информация добавляется. И вот внизу пошли события. Это как раз те события, которые привязаны к населенным пунктам. То есть вот он родился 14 ноября по старому стилю, указаны отец, мать и место Малая Русакова. То есть если мы зайдем на Малую Русакову деревню, там в списке тех, кто привязан к этому населенному пункту, будет указано его рождение, но там на самом деле не только рождение, потому что он много что по каким событиям привязан к Малому Русакову. То есть вот с 1893 по 1997 он учился в начальной школе, потом он учился в школе, двухклассной земской школе в другой деревне Большой Русаково. Ну вот, к счастью, вся эта информация сохранилась, потому что он сам написал достаточно много автобиографий о себе. Какие-то автобиографии удалось найти в архивах, когда он разные там членские билеты получал, то есть нужно было писать тоже автобиографию, удалось найти эти автобиографии. Вот. И вот продолжение этого списка, на самом деле, вы видите, насколько он обширный. Я вот как для примера, то есть тут можно ввести и о работе, призыв на военную службу, потом военную службу в Чите проходил, был ефрейтор Сибирского стрелкового полка, и там есть первая фотография, которую он сохранил, как раз там 9-й год примерно. Дальше он жил в Луганске, опять военная служба, и пошло дальше рождение ребенка, работа, и так, соответственно, до смерти, похороны тоже. То есть большое количество разных событий можно указывать, их порядка там более 40 разных, и их привязывать к каким-то населенным пунктам. То есть благодаря этому можно, например, указать, что дедушка проходил военную службу в каком-нибудь небольшом городке, и благодаря этому можно, кто знает, найти, например, сослуживцев дедушки, да, потому что по фильтру военной службы и по годам можно будет найти, кто в это же время служил. Но это, конечно, когда база фамилию побольше наполнится этой информацией. Вот. И, соответственно, вот я показываю, как можно связать с населенным пунктом, то есть мы начинаем вводить название, и вот он находит в данном случае
причем пишет еще другие названия. То есть поиск ведется по всем названиям, которые были. То есть если мы говорим, например, про город Санкт-Петербург, то будет искать и по названию Ленинград, и по названию Петроград. Также касается и других. Ну, не всегда, конечно, все названия, которые были, они попали, но мы постоянно эту информацию обновляем. Вот. Теперь я покажу кусочек страницы от отца моего прадеда, то есть это уже мой прапрадед. И к странице моего прапрадеда я привязал источники. То есть вот те метрические книги, те ревизские сказки, которые я вам показывал на странице населенного пункта, их и в архивных документах, их также можно привязать к странице персоны. И вот, например, мой прапрадед, ну вот здесь вот самая ранняя вот эта вот ревизская сказка Большекабельской волости, 1850 район, здесь указан на листе, это уже я просто написал, как бы на листе 149, как Менглыбай, сын Абдул-Насыра, 12 лет, потом он, что интересно, имена разные, тут Менглыбай он записан, здесь он Минигалей, ну, переписчики так переписали, здесь ему 19 лет. А вот здесь, например, он был свидетелем на свадьбе, здесь он тоже был свидетелем на свадьбе, а вот в 1982 году он выдал замуж дочь. Ну вот, к сожалению, он достаточно рано умер, 45 лет от дизентерии, вот, в 1886 году. Этот список, на самом деле, можно продолжить, и иногда вот эти вот неожиданные находки, достаточно много уже людей нам рассказывают о том, что благодаря нашему разделу «Архивные документы» находят очень неожиданные архивные дела в тех местах, где они никак не ожидали найти, вот как Петербургский архив и что-то в архиве экономики. То есть можно их потом привязывать к странице человека. Дальше у нас в планах развития расширять эту возможность, то есть давать возможность пользовательские источники добавлять, то есть вплоть до того, что там, допустим, какие-то воспоминания, да, то есть в качестве источника и воспоминаниях там встречаются указания о каких-то людях. Вот. Если мы перейдем непосредственно в основную часть раздела «Люди», то здесь можно осуществлять поиск по людям. И вот ради примера я провел поиск людей, которые родились между 15 и 19 годом, как раз-таки в этой деревне Малая Русакова. Ну, пока этих всех людей добавил я сам. Ну, мы видим, что вот тут две страницы, и показаны те люди, которые родились в этот период. Следующий раздел на страницах фамилии – это раздел фамилии, отдельный раздел фамилии. У каждого пользователя есть такой раздел, как называется «Мои фамилии». То есть это те фамилии, которые, может быть, фамилии предков, может быть, какие-то просто фамилии, которые интересуют. И фамилию можно привязать к населенному пункту. Я вот вам показывал, как на страницах Елабуги указано, что какие-то фамилии интересуют конкретных пользователей. Вот я здесь тоже, соответственно, указал те фамилии, которые меня интересуют, но тут тоже несколько страниц. Вот, например, моя фамилия Ахтариев. Ну, я родился в Уфе, поэтому я привязал фамилию к городу Уфа. Мой папа родился во Львовской области на Украине, поэтому здесь указан город-городок. Его отец, ну, папа был сыном военного, поэтому там была военная часть во Львовской области, он там родился. А вот уже его отец родился, мой дедушка, в Апастовском районе, в деревне Шигаево. И также, получается, одно время там предки жили в деревне Новопоселенные Мели. Очень интересная, кстати, история про эту деревню. Я очень долго искал. Дело в том, что в Шигаево по ревизским сказкам я не мог найти своих предков. И удалось как бы выяснить, что, оказывается, там 3 семьи, они в середине 18 века отделились, поселились в соседней, создали небольшую деревню Новопоселенные Мели, жили там примерно 100 лет, а потом назад в Шигаево переехали. Но это было связано с тем, что там христианизация шла, они не хотели креститься, потом вернулись. Ну, достаточно там такая большая история.
Вот. Ну и также вот другие фамилии, которые я привязал к разным населенным пунктам, которые меня интересуют. Соответственно, в этих населенных пунктах уже те, кто зайдут на страницы этих населенных пунктов, они уже легко меня смогут найти, пообщаться со мной, возможно, как бы обменяться какими-то материалами. А также у нас есть по некоторым фамилиям, ну вот в частности фамилия Галиев, по многим фамилиям есть описание. И мы тоже постоянно добавляем новое описание. У нас есть партнерство с сервисом Яндекс.Кью, и там наш специалист по фамилиям, кандидат наук, он отвечает на запросы пользователей о происхождении фамилии. Мы в том числе публикуем вот эту информацию на страницах нашего сервиса в соответствующем разделе. Но я хотел показать еще то, что вот, допустим, по фамилии Шишкин, который тоже имеет отношение к вашему городу, можно увидеть, что на странице Шишкин увидеть тех людей, которых ввели пользователи, у которых тоже есть фамилия Шишкины, то есть носители этих фамилий. Ну и можно по ним осуществлять поиск. И также посмотреть пользователей. Вот это вот пользователи сервиса «Фамилия». Это привязанная фамилия Шишкин. То есть здесь возможны варианты, но в данном случае это Шишкина, Шишкины, просто в женском и в множественном роде. И здесь непосредственно вот населенный пункт, к которому привязали. То есть вот, например, вот этот пользователь привязал фамилию Шишкин к населенному пункту Красный Вал Спасского района, Татарстан. То есть, значит, там как они жили, Шишкины, и вот этого пользователя это интересует. Что еще дает сервис «Фамилию»? Еще есть возможность общаться, естественно. То есть, вот, опять же, населенный пункт Варзи, Грызский район, Татарстан. Здесь какая-то такая стандартная переписка, общение, какие-то вопросы и так далее. Итак, если немножко подытожить, такое вот, что можно сделать на фамилию. Ну, во-первых, конечно, первый совет – это зарегистрироваться, чтобы возможностей для каких-то действий было больше. Весь тот функционал, про который я рассказывал, он совершенно бесплатный, и он таким останется, то есть никто не собирается его делать платным, это будет бесплатный функционал. Итак, что можно сделать? Ну, во-первых, сохранить информацию о своих предках и родственниках, указав населенные пункты. Я подробно про это рассказывал. Далее, найти единомышленников и родственников. Ну, единомышленников – это зачастую, когда даже не родственник, но интересуется тем же самым населенным пунктом, деревней. Это позволяет, так сказать, не просто удвоить эффект от поиска, это действительно утроить и учетверить, потому что вот по тем населенным пунктам, по которым мне удалось найти единомышленников, а я изучаю из-за того, что у меня разные ветки, у меня прям, порядка 20, наверное, деревень, откуда происходят мои предки. По некоторым из них мне удалось найти тех, кто тоже ищет свои предки, и даже потом мы выясняли, что мы там какие-то девятиюродные братья, то есть вот, или девятиюродные, восьмиюродные, то есть даже 11-юродные у меня удавалось выяснить, 11-юродное родство, то есть достаточно так интересно. Но больше всего интересно, конечно, не сама степень родства, а то, что люди тоже увлекаются этим и совместно получается находить какую-то информацию. Также можно найти исчезнувшие деревни, где жили предки, и архивные документы, которые помогут продолжить поиски. Вот. И важный момент, конечно, все это создается для того, чтобы поделиться, то есть поделиться своим интересом. Вот здесь такой термин, как пассивный поиск. Что такое пассивный поиск? Пассивный поиск, то есть есть активный поиск, когда вы заходите в интернет, вы заходите, например, на сайт «Фамилию» или на другие сайты и начинаете вбивать фамилию, там, какую-то фамилию, имя и пытаетесь что-то найти. Ну, нашли, не нашли, там, соответственно, дальше пошли. Может быть, это получится, может быть, нет. Пассивный поиск – это когда вы указали всю информацию о своих предках, вы указали обязательно населенные пункты, вот на странице нашего сервиса связали людей и населенные пункты,
и оставили это так. И вот 100% рано или поздно кто-то с вами свяжется. Или сервис автоматически сообщит, что вот на это стоит обратить внимание. То есть это и называется пассивный поиск. Он гораздо более эффективен, чем активный, потому что таким образом ищете не только вы, но и находят вас, что очень важно. Для этого не обязательно указывать, ну вот есть такой момент, там, связанный с персональными данными, да, у нас на страницах, если вы размещаете свое полное древо, но не хотите, например, естественно, в интернете, возможно, публиковать данные о себе, о своих детях, о живущих родственниках, то эту информацию может делать приватной, и никто этого будет не видеть. То есть просто, соответственно, вы сможете разместить информацию только о своих, ну, уже ранее живших предках, дедушек, прадедушек и так далее. А имена живущих предков, они просто будут скрыты, но тем не менее, вот это, все равно как бы эта информация сохранится, и она будет доступна через вот дедушек, прадедушек. Вот. Ну и, конечно, можно поделиться результатами поисков. Мы, фамилия, очень много занимаемся дальнейшим развитием сайта. То, что я вам показал, это, ну, мы считаем, что это пока первые наши шаги. У нас планов очень много. И один из планов – это вот возможность гибко делиться информацией со своими родственниками, то есть давать какую-то именно ограниченную для них информацию, а не для всего интернета. Вот, поэтому наши такие вот основные 3 принципа, что можно делать на фамилию, это сохранить, найти и поделиться. Вот, у меня, в принципе, все. Спасибо за внимание. Я жду вопросы. И если у вас есть, сейчас не будет вопросы, но появятся вопросы позже, то, пожалуйста, вот моя электронная почта, она достаточно простая. aidarsobachkafamilio.org. По любым вопросам обязательно пишите, помогу, подскажу или направлю к своим коллегам. Вот, спасибо. Простите, не слышно, к сожалению. Не слышно, да? А вот сейчас слышно, вот сейчас слышно. Да, слышно. Прежде чем перейти к вопросам, хотелось бы слово предоставить директору централизованной политической системы Юлии Владимировны Типовой. Айдар, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, что вы откликнулись на предложение провести сегодня онлайн-встречу. Конечно, я еще хочу Анну поблагодарить. Я вот вижу, что она тоже подключена, но не вижу ее. Анна, спасибо вам. И долго задерживать не буду. Я надеюсь, что... У меня вопрос просто сразу. В Татарстане это первая онлайн-встреча или вы проводили уже с кем-то? Вот в таком формате это, наверное, первая онлайн-встреча. Да. Все, спасибо большое. Сейчас вопросы пойдут. Спасибо вам. Вот первый вопрос интересует, вот вы в нескольких своих интервью, плюс вот сегодня еще проговорили, что изучая родословную своей семьи, вы выясняли там новые какие-то новости, да, и вы делились не только с родственниками, но написали книгу. Как называется эта книга и сколько по срокам вы ее, вот, она у вас издавалась, и она у вас художественная или все-таки вот эта вот архивная вот такая вот с данными? Да, у меня получается, я написал книгу по одной из ветвей своего рода, то есть это по роду моей бабушки, то, что я вот уже вкратце вначале об этом говорил, по деревне Малая Русакова. Она, по сути, ну, книжка документальная, то есть там из нескольких разделов состоит, то есть первый раздел – это жизнеописание вот как раз-таки моего прадедушки, который был военным переводчиком, про него, про его жену. Дальше жизнеописание их детей достаточно подробное, воспоминания родственников. Дело в том, что по этой линии, вот по линии моей бабушки, очень дружная, так скажем, родня вся. То есть их было 8 братьев и сестер, как я уже говорил, осталась только одна, но 8 братьев и сестер, 26 у них детей,
на 8. Вот. Дальше уже более 100 троюродных, и вот все общаются, то есть прям все практически без исключения, то есть некоторые живут, ну там кто-то живет в Америке сейчас, кто-то там еще где-то в Испании, но большая часть, конечно, живет, все равно остается вот, ну, Казань, Уфа, Татарстан, и у нас с какой-то регулярностью проходят встречи, то есть сбор всех родственников на территории деревни. У нас сейчас в деревне живет около 40 человек, когда-то жило 2000, и когда приезжает вся родня, то есть это обычно больше 100 человек, то есть это куча машин в деревню заезжает, ну и такой вот праздник устраивается. И вот в ходе одного из таких праздников я презентовал книгу. То есть книга, она писалась, наверное, ну, с учетом там занятости, может быть, там пару лет, пока информацию какую-то добавлял и так далее. Но в части вот написания книг мне, например, очень далеко до вот присутствующего здесь Виктора Белова-Щуся, потому что у него, насколько много книг по его предкам, там действительно впечатляет. Поэтому мне в этой части еще далеко. Спасибо за вопрос. Вот вопрос. У нас один из краеведов. Это Ленар Мифтахов. Да, Ленар, добрый вечер. Мы тоже заочно знакомы. Я, во-первых, хочу поблагодарить за то, что вы познакомили очно с вашим сайтом. Я, по-моему, там одно из первых интервью со мной, оно даже размещено у вас где-то, но я до сих пор, если честно, там пока не поработал на этом сайте. И хочу сказать, что я впечатлен той работой, которую вы проделали, потому что ничего подобного нет. Этот сайт давно напрашивался, да, вот, допустим, ВГД, он немножко такой бардачный сайт. Он немножко другую информацию, конечно, содержит, а у вас достаточно все структурировано, и я думаю, что он действительно большую пользу людям, которые занимаются управлением родословной. Вот. Я еще просто, у меня не сколько вопросов, у меня просто вот еще пожелание. Может быть, помимо источников в виде архивных документов, есть смысл опубликовать, там разместить опубликованные источники, допустим, песовые книги Мустафина, которые публиковал там, или Акчурин, Максум, да, тоже. То есть масса источников, которые уже опубликованы, научные работы, которые, в принципе, они равнозначны архивным документам, и для людей их проще найти, чем, может быть, сами архивные документы. Это вот одно такое пожелание есть. По Елабуге хотел поделиться одним моментом. Там студенный ключ, он в Елабугу не входил, то есть он исчез до того, как Елабуга расширилась, и поэтому, то есть нельзя сказать, что она вошла в состав Елабуги. Вот. Хотя там не хватает одного населенного пункта, который действительно вошел в состав Елабуги. В состав Елабуги вошло 2 населенных пункта. Это Подмонастырка и Первомайское село, которое было образовано еще в 1850 году и позже получило название деревня Трускавская. Да, вот тоже, наверное, я свяжусь с вами, мы это добавим. И у меня есть родословные на жителей 3 деревень, всех жителей 3 деревень Мамадышского района. Я тоже, наверное, с вами это поделюсь. А вам удачи. Большое спасибо за ту работу, которую вы делаете. Да, спасибо. У нас По поводу есть еще новых... вопрос, хорошо, да. нет, это... Слушаем вас. Да, я хотел сказать, что вот по предложению Ленара, то, что про песцовые книги, безусловно, постепенно мы будем добавлять, но того функционала, который хотелось бы добавить, его очень много, и поэтому просьба вот терпением зарядиться, чтобы потихоньку мы все будем это делать. Там, говорят, есть вопрос в чате, да, из чата есть вопрос. Так, в чате это я могу посмотреть сам, да? Так, расскажите, пожалуйста, про дальнейшие планы развития платформы, когда релиз функции древа. Про релиз функции древа я пока сроков назвать не могу, но мы работаем над этим функционалом, и в какой-то среднесрочной перспективе обязательно появится, то есть работа над этим ведется.
В плане дальнейшего развития платформы, что можно сказать? Ну, вот, конечно, древо это является каким-то, построение древа это является каким-то ближайшим основным, одним из ближайших основных планов, но также у нас достаточно большое развитие планируется. Вот про тот функционал, который я вскользь показывал, про приходы, мы будем добавлять функционал приходов, и мы будем добавлять функционал, связанный с какими-то такими возможностями индивидуального добавления информации, потому что на данный момент пользователи, ну, не то что ограничены, у пользователя пока не очень большой набор каким-то образом добавить свою информацию в части каких-то списков, например, да, или фамилий. То есть кто-то из пользователей, например, хочет добавить не просто свои фамилии, а у него есть какой-то список фамилий тех, кто проживал в этом населенном пункте, но он не хочет его добавлять как свой. То есть вот мы постараемся там каким-то образом решить проблемы и таких пользователей, которые готовы поделиться. Также очень много приходит запросов о том, что кто-то хочет разместить информацию из архивных дел, то есть разместить непосредственно не просто, чтобы у нас указатель был, а вот саму вивисскую сказку, либо в виде образа, либо в виде какого-то уже обработанного материала, либо в виде какого-то уже справочника. То есть вот в этом направлении мы тоже работаем. Спасибо. Добрый вечер, меня зовут Дуна Юлия, я местный краевед. Знаете, какой у меня вопрос? Вот, наконец, ну, даже, скажем так, на начало 20 века в Елабуге было около 12 церквей, в том числе и домов. Можно немножко поближе микрофон? Да, хорошо, я буду погромче. Так слышно? Спасибо. Да, спасибо. На конец 19-го, начало 20 века в самом городе Елабуг у нас было 12 церквей, в том числе домовых. И вот какой вопрос. Люди, когда начинают работать, очень сложно определиться, к какому приходу принадлежал этот человек, кого они разыскивают. И вот какой вопрос. Последняя ревизия 1858 года, да, 10-я, и перепись населения 1897 года, там очень большой промежуток 40 лет. Как вот вы выходили, не зная пока, например, в какой метрической книге, какого прихода искать своего родственника? Вот это большой временной промежуток 40 лет. Да, ну я очень спасибо за прекрасный вопрос. И я немножко скажу вот про церкви, то есть 12, да, вы сказали, церквей в Елабуге. Мы сейчас как раз-таки очень активно занимаемся Москвой. Ну, вот и по городу Москва будет, и по Московской губернии в каком-то таком ощутимом близком будущем будет большое обновление, и как раз-таки мы занимаемся церквями Москвы. То есть вот, ну, Москва – это самый большой город Российской империи, ну, в принципе, наравне с Петербургом. И там, конечно, огромное количество церквей, огромное количество приходов. И вот это все будет тоже представлено на страницах сервиса. То есть каждая московская церковь получит свою страницу. И мы отрабатываем и источники, соответственно. Поэтому, скажем так, отработаем вот этот механизм на таком большом городе, как Москва, а потом уже двинемся дальше. И я думаю, что и все 12 церквей Елабуги обязательно получат свои страницы, и будет возможность привязать непосредственно уже к ним метрические книги и так далее. По поводу вот сложных ситуаций, когда очень большой временной разрыв. У меня в моей практике есть опыт анализа данных, когда разрыв был практически 100 лет. То есть это 1858, то есть ревизия, и ревизия 1762, третья. То есть между ними ничего не сохранилось. Единственное, что сохранилось, это, ну, правда, это как бы не по православным, это по татарам, сохранились за несколько лет метрические книги. Это Чистопольский уезд, в частности, село Каргали, Чистопольского уезда и нынешний современный Чистопольский район. То есть, получается, какие данные были? В 1858 году была семья моего
прапрадеда. И даже на тот момент уже его отец умер, ему было 30 лет, и, соответственно, он родился в 1828, а нужно было понять, кто из его предков в 1762 году указан. И я вот проводил такой очень большой анализ, ну, немного математический, немного, скажем, такой логический. Я строил полностью, построил список 1762, список 1858 и занимался сверкой, добавил туда информацию из метрических книг, а она там тоже достаточно так сложно, потому что иногда, ну, с татарскими именами, конечно, сложно, потому что они зачастую бывает, что по-разному звучали, да, и тем не менее мне вот удалось выяснить семью, и я, в принципе, в какой-то момент я прям смог выяснить всю линию. То есть, ну, анализ был достаточно такой непростой, то есть там такой очень большой сложный экселевский файл, благодаря которому удалось эту цепочку отловить. Вот, поэтому что тут можно посоветовать? Здесь, конечно, можно посоветовать, главное, ну, пытаться анализировать, найти какие-то логические цепочки, то есть зачастую там дворы, они по очереди шли, да, то есть если, например, это был отец, а у него там как-то были сыновья выделялись, они обычно жили там по дворам по очереди. Плюс, конечно, вот вы назвали вот этот период с 58 по 97. А в промежутке очень часто бывают какие-то в архиве, ну, в Казани бывают какие-то промежуточные списки домохозяев. То есть, например, сходы сельские были. Вот благодаря этим спискам тоже зачастую очень хорошо получается выявлять, потому что они достаточно полные были. Конечно, там не полный состав семьи, но список домохозяев – это тоже важно. Вот. И еще, если говорить вот про татарские родословные, то там помогают тамги еще. То есть тамги, которые указывались в метрических книгах, это по сути некий аналог фамилии. Вот если у русских, если указывались фамилии, потому что фамилии тоже не всегда указывались, не везде, к сожалению. Вот я когда изучал там по смоленским предкам моей жены, там, к сожалению, фамилии только сельскохозяйственной переписи 17 года, а до этого их не было просто нигде. Вот. Поэтому получается, что искать косвенные источники и пытаться анализировать существующие. Ну вот, может, ничего нового я вам не сказал, но я своим опытом поделился. А вот вы еще сказали, привели пример Починок-Ушак. И вы сказали, когда набираешь это название на сайте, то выходит привязка РГАДа. То есть вы работаете с электронными описями РГАДа, да? То есть вы привели пример, что в РГАДа выходит Починок-Мушак, ну, предположим, да, в 2 местах. То есть здесь использованы на сайте электронный опись РГАДа. Мушак был не РГАДа, а РГИА. Это петербургский, да. Про РГАДа и Мушак я не знаю, там был ну, то есть вы работаете с электронными описями этих архивов? Да? Смотрите, мы работаем и с электронными описями, мы также собственными силами некоторые особо полезные описи, которые представлены только в отсканированном виде, там, да, или даже у нас есть собственные наработки, то есть вот наши сотрудники, они ходили в архивы и сами там чуть ли не переписывали эти описи, а потом мы их переводили в базы данных. Конечно, таких может быть поменьше, но мы и какие-то особо полезные описи мы и сами, получается, составляли. Вот если говорить по РГАДа, по Татарстану, на сайте РГАДа вы таких описей не найдете, которые есть на фамилию, потому что это уникальная информация, которая там собрана в основном нашими сотрудниками. Даже так, да? Спасибо большое. Да, даже так. Ну, к сожалению, не по всем регионам это есть, но, к счастью, по Татарстану это прям очень хорошо представлено. Поэтому... У нас еще, спасибо вам, есть вопрос в чате. И вот у нас Виктор Николаевич хочет задать вопрос. Да, ну давайте в какой очередности тогда? Виктор Николаевич, давайте с вас. Как вы поняли, что я хочу задать вопрос? А мы вас видим. Айдар, добрый вечер. Приятно вживую познакомиться, да, заочно знакомы, действительно.
Но я хотел бы сказать, да, по сервису, как бы вопрос для меня лично актуален в том, что, ну, как последний пункт, да, вот поделиться информацией, ну, частично вы уже ответили, что на перспективу, то есть развивается. Я зашел, когда зарегистрировался, искал возможность, ну, более массированную информацию, то есть можно привязать человека, а если, допустим, информация более расширенная, там, информация по целому роду, закинуть туда, скажем, поколенную роспись, да, большую, в которой там 200, 300, 400 человек, такой возможности я не нашел. То есть, действительно, я как бы ставку делаю сейчас на печатные издания, но вот информация копится, у меня заинтересованность, чтобы люди о содержании этих изданий знали. Вот. У меня есть варианты, там личные сайты, ВГД, да, дневники, либо вот ваш сервис. В вашем сервисе я пока возможности не нашел эту информацию выложить, поделиться. Ну, может быть, она когда-то будет, да. Как вот в этом направлении? То есть для тех, которые более вот таким расширенным, информация по, как вот Ленар сказал, у меня тоже есть по нескольким деревням, скажем, целые поколенные росписи родов, которые там вот в этих деревнях. Я бы мог их выложить, чтобы люди, которые ищут эти, ну, индексируется же сайт там, даже через поисковик они находили бы, выходили на эту информацию, что есть книга, допустим, по этому роду, и вот таким образом. Да, совершенно верно. То есть я про это не упомянул, но, конечно, ну, наверное, многие знают, что самый такой популярный формат хранения и передачи генеалогических данных – это GitCom. То есть, в принципе, в любой генеалогической программе обычно бывает экспорт данных в формате GitCom, и ее можно загрузить на, соответственно, другую генеалогическую программу или сайт. Конечно, мы планируем эту функцию, чтобы иметь возможность пользователю загрузить GitCom и не вводить сразу, вот как мне писал тоже один наш пользователь, говорит, у меня древо 14 тысяч персон, но я, говорит, не буду каждую персону у вас вводить, хотя хотелось бы. Дайте возможность вести это через загрузку в GitCom, конечно, мы это будем делать. Здесь просто есть там некоторые... GitCom, хотя бы в текстовом формате поколенную роспись вывести, допустим, из древа жизни или из другой программы, в текстовом формате залить ее, ну, на ваш сервис, и она уже будет индексироваться, имя, фамилия, отчество, скажем. Да, мы в этом направлении тоже думаем о возможности загрузки более простых данных. То есть, ну, имеется данных в более простом формате. То есть про это тоже думаем. Да, спасибо за вопросы. Еще один вопрос. Могу я? Конечно, да. Угу. Огромная работа проделана по созданию этого ресурса. Если не секрет, в чем мотивация создателей, команды, которая работает над этим? Есть ли информация и вообще деятельность ресурса бесплатная? В чем ваша мотивация? Вы столько времени, труда вкладываете в него? Это не секрет. В принципе, мы не скрываем, что фамилия проект коммерческий, но также не скрываем, что функционал, который есть у нас на данный момент, он полностью бесплатный, и он будет оставаться бесплатным. То есть возможная коммерческая составляющая, она будет планироваться в будущем. То есть, в принципе, если взять такой вот как международный аналог MyHeritage, то есть мы хотим двигаться в ту сторону. То есть, если, например, мы будем, ну, как сейчас, не как обещание планов, как пример, да, то есть какие-то объем больших данных вводить, оцифровывать какой-то объем данных своими силами и выкладывать это, возможно, мы там будем какие-то брать за доступ к данным, соответственно, какой-то тариф. То есть, но это будет примерно так, возможно, примерно так, но в части текущего функционала, я повторю, у нас не планируется платная услуга. Спасибо. Айдар Азатович, у нас, к
сожалению, время ограничено, и у нас еще есть вопрос в чате. Да. Два вопроса уже. Мгм. Планируете ли создатели включить в сайт программу для распознавания очень старорусских и старотатарских текстов? Да, конечно, это очень такая большая для многих пользователей проблема, потому что читать метрики на татарском языке или читать ранние ревизии далеко не все пользователи могут. И в этом направлении много достаточно развития современных технологий, нейросети появляются, которые начинают читать, я видел сам, что нейросеть неплохо читает рукописный текст начала 20 века. Конечно, это не старотатарские тексты, не старорусские. Что касается вопроса, то отвечу так, что пока не планируем, но в будущем кто знает. Вот. И еще один вопрос. Фамилию — это исключительно веб-проект. В планах развития проекта предусмотрен релиз мобильных приложений на iOS и Android. А в ближайших планах развития проекта предусмотрен именно так называемый адаптив. То есть это когда сайт «Фамилия» будет открываться на мобильном устройстве в удобном виде, то есть для мобильного устройства. Что касается непосредственно мобильных приложений, то в будущем тоже это возможно. Спасибо. Айдар Эфенди, может вам так обратиться, да, по-татарски? Я, к сожалению, скорее всего, очень плохо пойму, то есть у меня это пробел в образовании моем. В общем, Айдар Эфенди, огромное спасибо вам за сегодняшнюю интересную, познавательную встречу. И думаю, что это не первая и не последняя встреча. И скажу вам по-татарски, уңышлар сезгә эшегездә һәм киләсе очрашуларга кадәр. Мы вам не говорим до свидания, говорим до скорых встреч. Спасибо еще раз. Спасибо вам. Спасибо большое. До свидания. До свидания.